Экономическая политика администрации Тхуарчалского района в отчетный период была направлена на мобилизацию внутренних резервов, повышение собираемости налогов и укрепление финансовой дисциплины. За 6 месяцев 2026 года доходная часть местного бюджета выполнена на 102%, сообщил глава района Герман Кочарава. При плановом показателе 172,4 миллиона рублей. Фактическое поступление поступило 175,2 миллиона рублей. Собственные доходы района перевыполнены на 117%. При плане 22,2 миллиона рублей в бюджет поступило 26,2 миллиона рублей. Этот прирост почти на 4 миллиона рублей – прямой индикатор того, что местный бизнес выходит из тени, а экономическая жизнь в районе начинает динамично восстанавливаться. Субсидии поступили в объеме 74,8 миллиона рублей. Дотации составила 72,2 миллиона рублей. Субвенция поступила в размере 2 миллионов рублей. Фактическое исполнение расходной части бюджета составило 175,8 миллионов рублей. В фокусе особого внимания администрации находится прямая поддержка граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. За отчетный период за счет средств местного бюджета была оказана материальная помощь более 40 малоимущим семьям на общую сумму 796 тысяч рублей. Параллельно по линии республиканской программы государственной социальной помощи гражданам, прописанным и проживающим на территории Тхуарчалского района, за январь-июнь 2026 года выделено более 14 миллионов. За первое полугодие 2026 года в районе развернут масштабный объем строительных и ремонтных работ. Общий объем ассигнований из средств республиканского бюджета, включая инвестиционную программу содействия социально-экономического развития Республики Абхазии, за отчетный период составила 63,5 миллионов рублей. А межбюджетные трансферты из республиканского бюджета достигли 148,2 миллиона рублей. Через управление капитального строительства полностью профинансированы и завершены работы по капитальному ремонту кровель многоквартирных домов на общую сумму 25 миллионов рублей. Десятки семей Тхуарчала, страдавшие от протечек крыши, в дождливый период получили сухие, теплые и безопасные квартиры. Также проведен ремонт кровли школьных зданий, устранены протечки и предотвращены связанные с ними повреждения внутренних помещений. В отчетном периоде реализован комплекс мероприятий по развитию дорожной сети, повышению безопасного дорожного движения и укреплению транспортной связанности территории на общую сумму 32,8 миллионов рублей. Что туда входит? Ограждение детских площадок, ремонт участка автодороги Первая Бедья, укладка асфальтобетонного покрытия по улице Махаджиров, восстановление проезжей части села Умрич, ремонт проселочной дороги в селе Чигуара, ремонт проселочной дороги Царчач-Квартал, ремонт автодорожной части и расчистка территории в селе Агубелья, капитальный ремонт автодороги к резервуару село Речку. Восстановление сельских и проселочных дорог полностью сшивает транспортную инфраструктуру района, ликвидируя изоляцию отдаленных сел. Это гарантирует беспрепятственный проезд скорой помощи, школьных автобусов, а также позволяет местным фермерам быстро и безопасно доставлять свою сельскохозяйственную продукцию на местный рынок. Германом Кочарава подписано распоряжение о создании группы стратегического развития города-героя Тхуарчал. Группа займется разработкой комплексного мастер-плана Тхуарчал-2030, правовой и технической упаковкой ключевых инвестиционных площадок, привлечением внебюджетных и грантовых средств, а также формированием новой стратегии внешнего позиционирования Тхуарчала. Глава района предложил Бадре Гунба войти в состав группы в качестве почетного члена. К слову, развитие города уже заметно. К примеру, из резервного фонда Кабинета министров ко дню города-району президентом были выделены целевые средства в размере 5 миллионов рублей на благоустройство нового сквера напротив парка Ардзанба по улице Апсилов. Увеличивается и число объектов, восстанавливаемых как в рамках инвестпрограммы, так и за счет собственных средств. Расчистка и ремонт дороги в Агубелье и строительство мостового сооружения по дороге Тхуарчала-Кармара не просто улучшили качество жизни сельчан, но и открыли безопасный, удобный доступ к уникальным историко-архитектурным памятникам для туристов. А системная работа на городском полигоне снимает многолетнюю экологическую напряженность, обеспечивая санитарную безопасность жителей и гостей города.
С января по июнь сумма за потребленную электроэнергию в районе составила 94 миллиона 234 тысяч рублей. Однако реальный объем уплаченных платежей всего лишь 23 миллиона 638 тысяч рублей. Объем задолженности за потребленную электроэнергию составил 70 миллионов 595 тысяч рублей. От юридических лиц она составила 1 259 тысяч. Здесь хочется отметить, сказать, что за последние месяцы погашение задолженности идет в довольно хорошем темпе. От физических лиц задолженность у нас составляет 69 миллионов 336 тысяч 440 рублей. Я думаю, для каждого из нас понятно, что такие большие задолженности очень трудно развивать нашу отрасль. Единственная, наверное, отрасль, от которой зависит практически вся экономика нашей страны. Налоговые поступления в Тхуарчалском районе за первое полугодие составили чуть более 29 миллионов рублей, что на 6 миллионов 353 тысячи рублей превышает запланированные показатели, сообщил начальник налоговой службы района Владислав Аджба. За 6 месяцев сотрудники районного УВД зарегистрировали 5 преступлений уголовного характера. Все они раскрыты. Начальник районного отдела УВД Денис Челоко представил результаты работы за отчетный период. Аграрии района уже приступили к сбору урожая фундука. По прогнозам, в текущем сезоне объем сбора ореха составит порядка 1400 тонн. В этом году президентом Республики Абхазия был объявлен год 2026 год годом села. По поручению президента Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия выделяет на каждое село по 1 миллиону рублей для развития сельских территорий. Все села Тхуарчалского района подали заявки, и все заявки были одобрены. Выделенная сумма пойдет на благоустройство сел и инфраструктуру. Руководство страны продолжит делать все возможное для повышения качества жизни горожан и жителей всего района, отметил, выступая на заседании актива президент. В числе первоочередных задач и ближайших планов Бадра Гунба назвал решение ключевых инфраструктурных вопросов района. В частности, президент сообщил о планируемом ремонте основных автодорог, ведущих в Тхуарчал. Отдельно глава государства отметил необходимость восстановления дороги Патрас, которая в годы Отечественной войны народа Абхазии связывала блокадный город с селами восточной части страны и имела стратегическое значение. Инфраструктура тегла защищена, что хомпада убартирвагу дзимюнгага айтишипагла ждурот проблема дудза шуна тот как лейцпхедза Тхуарчала шуны яю адзизи пшло ибзидзаны ждурот убри намадана атцарысти аргылары успорта яхабыт Тхуарчал Аходара, Абриазцара, Ацбаразы, Акыршукса, Дара, Аудуирокушис, Черногод, Абрагынысыгоп, Абряхнабызлах Казаус, Ацухтунза и Нахкапха. Акырепсо, Тхуарчала, Шара, Шушка, Агубулары, Абзибары, Змам, Абснат, Дукоп Хасабадзым, Избанукзер, Шара, Шнысымя, Шторыхымя, Отдельно Бадра Гунба остановился на ликвидации последствий недавнего стихийного бедствия, охватившего Тхуарчалский район. На призыв о помощи в восстановлении размытых дорог откликнулись не только уроженцы района, но и руководители предприятий и предприниматели со всей республики. Глава государства выразил искреннюю благодарность всем, кто не остался равнодушным в трудную минуту. В ходе встречи гражданам и предпринимателям, оказавшим активное содействие в преодолении последствий стихии, были вручены благодарственные грамоты от президента Абхазии. Шазина Ханагу, Лилиан Маршан, Раму Камкия, Абхазское телевидение.